ДТП, которые унесли не одну жизнь, вызвали большой общественный резонанс. Вместе с родственниками и родными погибших скорбит вся Тува. Сразу же после аварии в адрес временно исполняющего обязанности главы республики начали поступать обращения граждан о недостатках круговой развязки при выезде из Кызыла. По поручению Владислава Ховалыга участок дороги, где произошла одна из смертельных аварий, проверил технический совет. По словам исполняющего обязанности министра дорожно-транспортного комплекса Тувы Шорана Чергалола, данная развязка прошла государственную экспертизу и по документам соответствует всем требованиям и нормативам. Тем не менее, техническим советом принято решение о рассмотрении вопроса расширения проезжей части. В целом, по техническим регламентам и по нормативам она соответствует всем требованиям безопасности. Но мы приняли решение рассмотреть по уширению на проезжих частях на сторону вправо и также в сторону ДГ, чтобы были более комфортные условия для участников дорожного движения. Но при этом стоит отметить, что эти комфортные условия, они никак образом не должны влиять на участников дорожного движения. На сегодняшний день проектная организация, которая разрабатывала этот проект, будет рассматривать еще техническое решение по уширению. Будет рассмотрен возможность его реализации мероприятий в ближайшее время. Сейчас мы работаем над изысканием источников финансирования и его дальнейшей реализацией. На сегодняшний день, как я уже повторился, проектная организация ищет технические решения, по которым будут созданы более комфортные условия для участников дорожного движения. 23 июля смертельное ДТП произошло и в Барнухемчикском Кажуне. Статистика показывает, что в целом по республике ситуация на дорогах сложная, и по сравнению с прошлым годом количество автоаварий заметно увеличилось. Так, в Туве всего за полгода произошло 198 ДТП. В результате которых 44 человека погибли, также увеличение на 16%, и 297 получили ранения. Также увеличился показатель на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По вине взрослых на дорогах травмируется и все больше детей. За 6 месяцев с участием детей случилось 34 ДТП, 9 несовершеннолетних погибли. Из этих 9 погибших детей 6 находились в качестве пассажиров, 3 в качестве водителей. То есть ни один ребенок пешеход у нас не погиб. В качестве водителей 2 несовершеннолетних управляли автомобилями, 1 несовершеннолетний управлял велосипедом. Тревогу-то вызывает и тот факт, что из 6 детей, погибших в качестве пассажира, все они находились с родителями, хотя бы один из родителей находился в автомобиле. В большем случае и за рулем находился один из родителей. Из этих 6, 4 случаев водители были в нетрезвом состоянии. То есть, помимо того, что родители допускают управление автомашинами в состоянии алкогольного опьянения, они еще при этом берут с собой детей. В Туве продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря проекту в регионе все меньше убитых участков. Так, дорогу Эргибарлык-Кызылмажылык, на которой и произошла авария, по многочисленным обращениям жителей тоже недавно отремонтировали. По автомобильной дороге Эргибарлык-Кызылмажалык, она у нас по просьбе жителей многочисленным еще с 90-х годов обращались жители по обустройстве автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием. Соответственно, мы защитились из федерального бюджета, разработали проект на реконструкцию этого участка, и по проекту была обустроена эта автомобильная дорога. В течение 3 лет мы реконструировали этот участок. Я бы хотел отметить в целом, не только по Барнухемчикскому району и по подъезду Кызыл, у нас только на федеральной дороге более 30% ДТП происходит на участке Кызыл-Чадан. А мы знаем, что федеральные требования и вообще в целом требования по ремонту и реконструкции дорог, они в несколько раз уже ужесточились в целом по стране. И даже на уровне федеральной дороги там от всех дорожно-транспортных происшествий более 30% случается на автомобильной дороге федерального значения. Это говорит больше о понимании в целом участников дорожного движения, о понимании их
отношение к безопасности каких-нибудь. То есть необходимо соблюдать правила дорожного движения, не пренебрегать правилам безопасности. Участники технического совета и представители ответственных ведомств продолжили разговор за круглым столом, где обсудили нестабильную ситуацию на дорогах Тувы в целом. Одни заметили, что ДТП зачастую происходит из-за превышения скорости на качественных и ровных дорогах. Другие также справедливо считают, что виной всему алкоголь. Всего за каких-то 6 месяцев пьяными водителями совершено 50 аварий. В этом году у нас больше стало пьяных за рулем. Несмотря на то, что госавтоинспекция за этот отчетный период больше задержала водителей в состоянии опьянения по сравнению с прошлым годом. Но, тем не менее, не удалось всех пьяных выловить до того, как они попадут в дорожно-транспортное происшествие. Еще один негативный момент, то что вот из 50 пьяных ДТП 30 водителей находились в состоянии опьянения и не имели права управления. Немаловажную роль на дорогах играет и поведение самих участников дорожного движения, соблюдение так называемого дорожного этикета. Опытные водители часто избегают проблем на дорогах благодаря проверенным жизнью правилам. Не стоит забывать, что дорога – это место повышенной опасности. Более 96% автоаварий в Туве происходит по причине превышения скоростного режима. К сожалению, на деле эти сухие цифры оборачиваются необратимыми последствиями. Не забывайте, водители, что взаимное уважение на дороге – это в какой-то степени и залог безопасности ваших пассажиров. Айра Сад, Владимир Суртук, Мирана Эргит, Тува 24.